Коми стартовала программа профессионального переобучения людей, пострадавших из-за эпидемситуации. Это работники, находящиеся под угрозой увольнения, выпускники этого года и безработные. На базе 7 центров WorldSkills 900 человек смогут повысить квалификацию или получить одну из 19 востребованных профессий. На первых курсах побывал и Алексей Корчма. Выпускница художественного факультета Московского государственного университета культуры Любовь Беляева осваивает новое направление. Вместо кисти и красок – клавиатура и компьютерная мышь. Девушка решила изучать основы веб-дизайна. Без него художнику нынче никуда. Сейчас довольно перспективная эта работа, и тем более довольно много, если посмотреть в интернете, то много свободных вакансий именно на веб-дизайн. И можно даже начинать с нуля и зарабатывать неплохие деньги. Каждый, кто оказался на грани увольнения, потерял либо не нашел работу после учебы, сейчас может выбрать вторую профессию по душе. Обучение по федеральной программе бесплатное. Длительность зависит от графика и в среднем составляет 3-4 недели. Поступить на курсы могут жители и других муниципалитетов Коми. Часть программы можно пройти удаленно, то есть дистанционно, как теоретическую часть. Практическую часть, естественно, придется проходить очно. По проживанию в общежитии центры занятости, имеющие финансы, направляют их с проживанием, и даже часть центров занятости согласны на оплату стипендии. Пекарь, слесарь, парикмахер, повар, бухгалтер, каменщик – всего 23 профессии. Переобучение проходит на базе центров WorldSkills. Это 6 сыктывкарских и 1 воркутинский техникум. Мы обучаем на электромонтажников, на пекарей и на системных администраторов. Очень разные профили обучения, конечно, у нас, да. Они все имеют практический курс, и 80% учебного времени составляет практика. Практика проходит в наших лабораториях и мастерских. Леонид Лишанов в Воркутинском политехе обучается на электромонтажника. О новых курсах ему подсказали в местном центре занятости населения. Я считаю, что на эту профессию гораздо проще устроиться, чем на ту профессию, на которую я учился. И не только в нашем городе. В остальных городах везде эта профессия востребована. В планах Воркутинского политеха в 2 потока обучить 100 человек. Всего уже до конца года 900 жителей Коми получат новую профессию или повысят свою квалификацию. Те категории людей, которые находятся под угрозой, они как раз в большей степени это профессии, которые у нас либо и так был спрос на эти профессии, либо люди, которые наиболее пострадали, из тех отраслей, которые наиболее пострадали в нынешних условиях в связи с пандемией, в связи с закрытием, в связи с приостановлением деятельности. И это и малый бизнес, который тоже был вынужден сократить персонал. Вот для этих людей как раз эта программа и предусмотрена. По итогам курсов слушатели получат документы о квалификации или skills-паспорт, отражающий уровень мастерства. Содействие в трудоустройстве на местах окажут центры занятости населения. Алексей Корчма, Олег Костромин, телеканал Юрган.